4 часа утра. Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. «2 ноября 1942 год. Один из решающих дней в ходе битвы за Кавказ. Войска Гитлера находятся в шаге от Орджоникидзе. Если все пойдет по плану нацистов, то город будет взят. Военно-грузинская дорога окажется под их контролем, а войска переброшены в Закавказье. Тогда Третий Рейх и их союзников уже не остановить. Но для начала нужно взять Владикавказ». Вторую мировую называют войной моторов. Танки, самолеты и другая военная техника использовались массово. Они пожирали огромное количество топлива. Чем дальше нацистские войска продвигались по территории Советского Союза, тем острее чувствовали нехватку нефти. Для того, чтобы восполнить запасы черного золота, фашисты двинулись на Кавказ. Именно в Грозном и Баку добывалось 95% всей нефти страны. Она могла обеспечить не только Третий Рейх, но и союзников, что, конечно, поставило бы Советский Союз в невыгодное положение. Говорят, что во время совещания в Полтаве Адольф Гитлер заявил: «Мне нужна нефть Кавказа и Волги, иначе я могу списывать войну как проигранную». 25 июля 1942 год. Война продолжается уже 390 дней. Немцами захвачены крупные города Советского Союза. Вооруженные силы Германии развернуты в 3 стратегических направлениях: север, центр, юг. Южное было разделено на 2 части. Группа А, которой командовал генерал-фельдмаршал Вильгельм Лист, должна была захватить Кавказ. Группа Б – Сталинград, который был важным военно-промышленным центром и коммуникационным узлом. Операцию по захвату Кавказа нацисты назвали достаточно красиво – Эдельвейс. Для горцев этот цветок был символом счастья и любви. К сентябрю 1942 года взята вся западная часть Северного Кавказа. Нацисты вовсю отмечали это событие. Берлинские газеты тех времен пестрили заголовками: «Покоренный Эльбрус венчает конец павшего Кавказа». Немцы были уверены, до Грозного осталось совсем ничего. За ним Баку, и фашистов уже практически невозможно будет остановить. Им казалось, что взять Владикавказ не составит особого труда. Представьте себе, если бы Гитлер, хотя история не знает сослагательных наклонений, взял Владикавказ, просочился в Тбилиси, взял, Баку, взял Закавказье, Турция немедленно выступила бы, потом совместными усилиями изгнали бы англичан и, американцев с Ближнего Востока, соединились с японцами, возбудили Индию, националистов там было, дай бог, сколько много, и война, по крайней мере, затянулась на 2 года. За это время немцы бы освоили реактивную авиацию и начали взрываться атомные бомбы. Немцы были близки к этому. Для того, чтобы подойти к Владикавказу, необходимо пройти Ольхотовские ворота. Именно это и собирались сделать нацисты. Местные власти понимали всю серьезность ситуации. Поэтому 13 августа 1942 года в Орджоникидзе проводят многотысячный антифашистский митинг. Собрались не только жители Осетии, но и представители народов всего Северного Кавказа. Участники митинга обратились к народам Кавказа, чтобы народы Кавказа сплотились, дали отпор врагу. Они это расценивали как обязанность, как кровный долг, встать рядом с рабоче-крестьянской Красной Армией и не дать врагу захватить Кавказ, родной Кавказ.
они призывали все народы Кавказа, всех жителей Кавказа делать все возможное и невозможное для того, чтобы Кавказ, Северный Кавказ и подступы к Кавказским горам стали могилой для немецко-фашистских захватчиков. В митинге участвовали высокопоставленные лица. Среди них и первый секретарь Северостинского обкома Всесоюзной коммунистической партии, заместитель председателя Орджоникидзевского комитета обороны Кубади Кулов. Он сыграл огромную роль в обороне Владикавказа. Его сын, профессор и доктор технических наук Сослан Кулов, был очевидцем тех событий. Он прекрасно помнит, что происходило в городе и как комитет работал в те дни. Находился под землей в районе нашего госпиталя. Там, значит, я жил тоже, 5 лет мне было. Длинная такая галерея, которая выходит, значит, на терек. Там запасной выход, комнатки. Ну и там располагались люди. В том числе, значит, и Николай Петрович Мазан, председатель комитета обороны, Кулов Кубади Дмитриевич с женами, которые работали как вольно-наемные. Моя мама работала машинисткой там. А тетя Клава, значит, жена Николая Петровича, готовила очень хорошо. Ну и я там крутился, так сказать, мешал всем. Это было. Кубади Кулов открыл многотысячный митинг. Он цитировал известные слова Коста Ливановича Хитагурова. «Лучше умереть народом свободным, чем кровавым потом рабами деспоту служить». Там выступали такие интересные люди, ингуши, русские казаки, генерал Книга, рабочие, крестьяне. Там такие лица, там посмотреть надо, там их показать надо. И вот когда это было сделано, «Правда», откликнулась газета «Правда» передовицей. Потом прошли митинги в Тбилиси, в других городах там и так далее, но у нас мы были первые. И вот началась сплошная мобилизация молодых людей. Даже с кинжалами приходили, в таких вот фуражках или, как называется, одеяниях типа лопух, как мы называем, и так далее. Типичные люди того времени. Молодые, симпатичные, хорошие, солдаты там были. Это только вглядеться надо в эти лица. Говорят, митинг сыграл важную роль в поднятии боевого духа народа. Это помогло в сражениях за Моздок и Ильхотовские ворота. В ночь на 1 сентября 1942 года противник нанес первые удары по Моздоку. Фашисты в одночасье хотели ворваться в город, захватить его, а после переправиться через реку Терек. Однако все оказалось не так легко. В течение нескольких дней в Моздокском районе велись ожесточенные бои. Советские войска и партизаны оказывали упорное сопротивление. Фашисты несли большие потери. Многие населенные пункты по несколько раз переходили из рук в руки. Немцы решили не отступать, а наоборот подтянуть свежие силы – пехоту, артиллерию и 300 танков. Под таким мощным натиском советским частям пришлось оставить Моздок. В Моздоке немцы установили свои порядки. На одной из улиц организовали свой штаб, куда поставили свое командование. Все население обязано было до 60 лет, кому мужчины, женщины, дети, не имело значения, что вставать в 7 утра и идти работать в поле, в городе. По 20 рублей каждый житель должен был, как говорится, в казну немецкую сдавать. Провинившихся с утра патрульные машины ездили по улицам и вылавливали жителей. Ну, можно сказать, практически даже ничего противозаконного он не делает. Его спокойно могли что-то там захотели расстрелять. Ну, большинство мирных жителей погибло практически ни за что. К началу битвы за Кавказ разница между Красной армией и немецкой была трудно сопоставима. Так, в составе гитлеровских войск насчитывалось более 170 тысяч человек, 1130 танков и около 1000 самолетов. А вот советская армия имела всего 112 тысяч солдат, 120 танков и 400 самолетов. То есть мы им значительно уступали, поэтому продвижение их было довольно быстрым. Но Гитлер все равно был недоволен этим, и он отстраняет Листа,
генерал-фельдмаршала Листа, и сам возглавляет вот это направление. Он придавал ему очень большое значение. Это еще больше активизировало действия немцев, и они быстро захватывают Майкоп, Армавир, Краснодар, Минеральные воды, Пятигорск, Ставрополь. 27 сентября. Немецкие войска все же подошли к Ольхотовским воротам, находящиеся между Сунжинскими и Малокабардинскими хребтами. Однако здесь, в узком ущелье, фашисты опять встретили ожесточенное сопротивление. Отпор врагу дали 151-я стрелковая дивизия, 19-я и 84-я особые морские бригады. Чтобы задержать противника, были поставлены тысячи мин и ежей, вырыты противотанковые рвы. Советские войска здесь заняли оборону, и началась 100-дневная, она легендарная и очень кровавая Ольхотовская эпопея. Немец в наглую рвался сюда, на Северостинскую равнину, к городу Орджоникидзе. Наши войска им противодействовали. Свыше сотни атак были предприняты немцами, чтобы захватить, чтобы выбить наши войска вот из их укреплений. Мало этого, немцы подожгли лес вокруг Ольхотова, и красноармейцам, а также жителям Ольхотова предстояло еще бороться и со стихией огня, что они тоже выдержали. Когда немецкие войска вплотную подошли к селению Ольхотова, то большинство стариков, женщин, детей ушли в неоккупированные территории, с собой забрали весь урожай и угоняли свой скот. По рассказам ольхотовцев, они не оставили врагам ни одного зерна. Те, кто не покинул село, помогали строить оборонительный рубеж. В лес ушел со своей семьей и султан Кубалов. На тот момент ему было 2,5 года. Сегодня, будучи заслуженным работником культуры, членом Союза журналистов России и председателем Совета Кировского района отделения Штырнахаш, он активно исследует и пишет о Великой Отечественной войне. Южная половина, почти вся половина была разбита. Ни одного жилого дома не осталось. Когда у старика Салбиева был приступ сердечный, к нему подбежал, это только старики и дети, несколько домов остались, что он не смог выехать в ущелье, он там в землянках жили, ольхотовцы, в землянках. Бойцы вывели жителей, и кого отправили в станицу Узбекскую, кого в селение Ставдурт, они еще не были заняты. Отец был на фронте, а нас, у матери, с бабушкой было 4. Старшей сестре было 9 лет, а я младший, мне было 2,5 года. Гитлеровцы смогли продвинуться на несколько километров, но прорваться им так и не удалось. Это было поражение. Советские войска с честью выполнили приказ «ни шагу назад». Говорят, долина полыхала немецкими танками и военной техникой. В одном из рапортов генералу Клейцу говорится: потери выражаются в следующем: 1075 убитых, 197 пропавших без вести, 4365 раненых. Начинаются в высшей степени критические дни. Тяжелые времена довелось нам пережить. Всего у Ольхотовских ворот враг потерял убитыми 18 700 солдат и офицеров. В этих военных действиях участвовал и командир 13-й танковой дивизии генерал Траугот-Гер. Он самостоятельно повел батальон на штурм Ольхотовских ворот, но потерпел поражение. Потери среди Красной армии тоже были немалыми. По официальным данным, здесь погибло не менее 10 тысяч человек. Именно благодаря им врагу не удалось быстро прорваться к Владикавказу. Ольхотовские ворота стали символом героизма. До сих пор ведутся поиски без вести пропавших солдат, чтобы со всеми почестями торжественно их захоронить. Погибло здесь и немало местных жителей. Они наравне с воинами Красной армии отстаивали каждый метр родной земли.
по 6, по 5 детей было, и остались сиротами очень многие. Это и Батяев Казбек погиб, осталось 6 детей. Мильзихов Султан, он инвалидом вернулся, но у него было 6 детей. Мой двоюродный дядя Измаил Кубалов, 4 детей, мы рядом жили. Во Второй мировой войне союзниками Германии были не только Италия и Япония, но и Румыния, Финляндия, Венгрия и еще несколько европейских стран, которым Гитлер обещал за сотрудничество территории Советского Союза. Эти государства должны были помогать не только материально, их обязали отправлять на фронт солдат и таким образом вносить вклад в победу нацистов. Была рассекречена часть документов, которая касалась дневников участников, значит, как раз-таки боевых действий на стороне фашистов, финнов по национальности, значит, участвующих в дивизии СС «Викинг». Такие дневники в селении Толсгун вели и эти финские воины. Солдаты сообщают о том, что конец года выдался отнюдь неблагостным, и нам пришлось совершить казнь. В селении Толсгун были казнены 5 мирных жителей. Один из этих солдат, он сообщал подробности и описывал, что хоть нам и жалко было, но, значит, в какой-то момент, да, но дуло автомата не знает жалости, и, значит, вот эти все люди были казнены, и описывались подробности. Самый младший, он, значит, поочередно всех убитых сбрасывал в эту яму. Потом уже убили и самого младшего, и, значит, сбросили и закопали. Вот такое страшное преступление было описано. При этом сами финны подчеркивали, что, значит, люди, эти 5 человек, жители этого селения, они были мирные жители, да, то есть они не какие-то сотрудники были, не сотрудничали, допустим, на тот момент, да, не с Красной армией, это были колхозники, это были простые, мирные, как я уже сказала, жители. Прорваться к Владикавказу через Ольхотовские ворота не удалось. Несмотря на большие потери, немецко-фашистские захватчики решили любой ценой идти на Орджоникидзе. Гитлеровское командование направляет свои ослабевшие и последние резервы в обход, в сторону Нальчика. К этому времени основные силы советских войск располагались на Грозненском и Орджоникидзевском направлениях. 26 октября в районе Котляревская-Майская гитлеровцы прорвали фронт немногочисленной 37-й армии. Адольф Гитлер пришел к власти в 1933 году. Нацистская Германия готовилась к войне основательно. Практически сразу же новое правительство решило увеличить военное производство и укрепить армию. Агенты должны были изучать территории, которые в будущем планировалось захватить. У них великолепные топографические карты. Кстати, о картах. Значит, мы пользовались немецкими картами, потому что там даже Ермоловский камень знаменитый, который находится сейчас на территории Грузии, там был обозначен. Так вот, у меня от отца осталась немецкая карта с нашими, ну, как бы, пометками нашего штаба. Вот ее так развернешь, посмотришь, значит, там все детально, все написано. Все в республике, что есть. Очень интересно. То есть у них было, они умели воевать, у них разведка великолепна, у них связь была. 28 октября фашистские войска захватили Нальчик и направились в сторону Северной Осетии, чтобы идти на Владикавказ. Были взяты Чекала, Дигара, Ардон. 1 ноября 1942 года гитлеровские войска заняли территорию Алагира, который был оккупирован аж до 24 декабря. По словам историков и очевидцев, местных жителей подвергали жестоким пыткам. Кого-то угнали в рабство в Германию. Тех, кто отказывался сотрудничать, ждала смерть. Трагическую историю молодой девушки Чабахан Басиевой знает каждый житель Алагира. Она отказалась выпустить фашистскую газету на осетинском языке. За это ее вместе с мамой и братом зверски убили.
К ноябрю 1942 года Моздокский, Иравский, Дегорский, Аллагирский и Ардонский районы уже были в руках немцев. Местные власти стали распространять листовки с обращением к жителям Осетии. «Сыны и дочери Иристона, поднимайтесь все как один на священную войну с кровавой гитлеровской Германией за свою свободу, независимость, за свое светлое будущее, за свою жизнь. Идите в партизанские отряды, беритесь за оружие и беспощадно истребляйте немецких захватчиков». Партизанские отряды стали той силой, которая помогала Красной армии противостоять фашистам. В отряды добровольно шли рабочие, колхозники, служащие, ученые, врачи и даже дети. Как только началась война, для большинства ребят детство закончилось. Они работали на полях наравне со взрослыми, чтобы снабжать фронт продовольствием, стояли за станками на заводах и фабриках. А кто-то добывал точную информацию о расположении войск противника и даже минировал мосты и дороги, чтобы задержать их продвижение. Дети, они, возможно, на них не так столь сильно обращали внимание, и, конечно, они были весьма полезны. И нужно было, конечно, обладать определенным мужеством, героизмом, чтобы вступать вот в такую борьбу с фашистами. Дети, во-первых, легко пробирались по каким-то тропам, где взрослый человек бы был, наверное, очень заметен. Ему легче подползти, подобраться, конечно же. И, собственно говоря, на детей не так много обращали внимания, не понимая в начале войны, ведь, наверное, впервые, проходя вот эту Вторую мировую войну, легко преодолевая Европу, ведь фактически фашистская армия нигде не столкнулась с таким масштабным партизанским движением, и в начале войны для них это, наверное, было каким-то своеобразным шоком. Дети помогали раненым солдатам, собирали оружие, выводили из строя средства связи. Многих ребят фашисты ловили и расправлялись с ними достаточно жестоко. Такая участь ждала братьев Ханафи и Омарби Гасановых. Их казнили за то, что те не выдали местонахождение партизанского отряда. Пионеры-патриоты были посмертно награждены орденами Отечественной войны первой степени. О работе осетинских партизан писали и сами немецкие военные. Так у одного офицера нашли дневник, где говорилось: «Партизаны Кавказа не дают нам покоя. Всюду, где проходим, они вылезают как из-под земли. За каждого пойманного партизана мы обещаем надел земли, но жители не идут на это. Они, в том числе женщины и дети, всячески оказывают помощь партизанам». Партизанское движение на территории Кавказа координировал советский военачальник, разведчик, участник гражданской войны в Испании Хаджи Умар Мамсуров. Огромный опыт партизанской работы в отрядах в Испании в 1936-1938 годах, конечно же, именно он был привлечен сюда, на Северный Кавказ, и под его руководством, в общем-то, начиналось вот это партизанское движение. Был создан южный штаб партизанского движения на Северном Кавказе, правда, вскоре после организации этой работы он был переведен в другой регион Советского Союза, продолжая эту же работу. В частности, кстати, на территории Белоруссии тоже есть его участие. Партизаны проводили рейды в тылу врага, участвовали в освобождении городов и сел. Они брали в плен офицеров, подрывали поезда, которые доставляли груз для немецкой армии. Благодаря этой работе Красная армия могла вести боевые действия с меньшими потерями, а противник не всегда мог своевременно реализовать планы. Большая часть партизанских отрядов возглавлялась бывшими руководителями районных отделений милиции. И на территории Осетии было создано 11 партизанских отрядов, которые вели огромную работу. Именно при участии партизанских отрядов было уничтожено порядка 200 фашистов, была захвачена военная техника, взрывались мосты, которые имели, конечно, стратегическое значение для переброски частей и так далее. Фашистская власть вела войну не только на полях сражения. Говорят, до начала основных боевых действий была развернута полномасштабная информационная война. Так, в дневнике министра пропаганды Германии Йозефа Геббельса нашли следующую запись.
Что касается России, то нам удалось организовать грандиозный поток ложных сообщений. Газетные утки не дают за границей возможности разобраться, где правда, а где ложь. Это та атмосфера, которая нам нужна. Историки отмечают, противник вел активную пропагандистскую работу среди народов Северного Кавказа. Немцы прекрасно осознавали, что влиянием и состоянием морально-психологического климата населения имеет огромное значение. Это была задача по такой дискредитации советской власти у населения, о том, чтобы переломить и перетянуть на своей части местное население. Поэтому были предприняты масса попыток, чтобы противодействовать этим силам. Немецкие лозунги гласили: «Переходите к немцам и поддержите немецкие войска, среди которых уже сражаются ваши братья в одних рядах германских вооруженных сил». Они обещали полную свободу и защиту народам Кавказа. В случае победы – помощь в развитии экономики и сельского хозяйства. Более того, они уверяли, что поддержат национальные и культурные интересы местного населения. Поскольку это были части, особые части, так называемые Бранденбург-800, туда входили прибалтийские немцы, так называемые немцы из Силезии, которые прекрасно знали русский язык. Вели они подготовку очень серьезно еще до начала Великой Отечественной войны, хорошо зная местную обстановку, изучая менталитет и тем самым, в общем-то, делая ставку на то, что в этой войне война идет против русского населения. А вот, например, население Северного Кавказа, в частности Осетии, это особое население, которое, в принципе, по своему происхождению весьма схоже с германскими племенами, общая история и так далее, и поэтому они будут на особом положении. Советская власть пыталась пресечь пропагандистскую работу фашистов на территории страны. Сталин призывал бороться с дезертирами, паникерами, распространителями слухов. Народный комиссариат внутренних дел и Комитет обороны республики организовали истребительные батальоны, которые должны были ловить немецких парашютистов-разведчиков. Эти истребительные батальоны вели колоссальную работу, прочесывая леса и, в общем-то, противодействуя этой диверсионной работе Абвера, которая велась и в том числе на территории Северной Осетии. Практически каждый день печатались патриотические плакаты легендарного «Окна ТАСС». С помощью красочных иллюстраций они рассказывали о подвигах советской армии, о работе в тылу, об освобождении городов. Тем самым поддерживали веру в победу. Говорят, Йозеф Геббельс заранее приговорил к смертной казни всех, кто работал в печатном издании. Работали в этих окнах ТАСС лучшие художники и поэты по всей стране. И, конечно, в Осетии плеяда выдающихся художников тоже включились в эту пропагандистскую работу. Буквально за ночь создавались плакаты, которые развешивались по стенам города, писались стихи острые, емкие, патриотичные, которые призывали людей противостоять врагу, не бояться его, потому что война идет на нашей территории, это наша Родина. В годы войны ежедневно в Северной Осетии выходили две республиканские газеты «Социалистическая Осетия» и «Рашзинат», а также 11 районных и 4 многотиражных газет. Они информировали население о событиях на фронте, также рассказывали о подвигах уроженцев Осетии, печатали подборки писем трудящихся, которые поддерживали Красную армию. На стенах города были развешаны плакаты известного художника Аслана Гирея Хохова с лозунгами «Отомстите», а также иллюстрации Махарбека Туганова «Тыл Осетии на помощь фронту». Трудящиеся вносят сбережения на танковую колонну. Провели, на мой взгляд, колоссальную работу по переломлению
психологическому этой войны. Ведь не надо обязательно сбрасывать со счетов, насколько важно было поддерживать моральный дух, моральный облик, и насколько ценен этот вклад деятелей культуры и искусства в победу. Была проделана колоссальная работа сотрудниками Краеведческого музея Осетии. Они собирали важные бесценные свидетельства той войны, прекрасно понимая, что лучшим доказательством любого события является подлинник. За 7 дней противнику удалось пройти почти 200 километров и оказаться практически рядом с Владикавказом. 2 ноября силами 13-й и 23-й танковых дивизий 2-й горнострелковой румынской дивизии при содействии крупных сил авиации враг прорвал внешний обвод Орджоникидзевского укрепленного района и к исходу дня овладел селениями Саниба и Гизель. Генерал-полковник Эвальд фон Клейц, довольный успехами, написал в заявлении, которое после опубликовали в армейской газете «Панцерфорен». Участь Владикавказа решена. Перед победоносной германской армией открывается прямая дорога в столицу Закавказья – Тифлис. Предстоящее падение Владикавказа значительно отразится на положении всего Кавказского фронта. Но будущим планам не суждено было осуществиться. 1 ноября произвели массированную бомбардировку города Орджоникидзе. Это привело к разрушениям и к гибели большого количества мирного населения. Но этим они, конечно, пытались и подкосить силы Красной Армии и защитников города, и подорвать их боевой дух. Но этого не получилось. Наоборот, жители города стали еще упорней защищать свой город, помогать Красной Армии всеми возможными и невозможными средствами. Создавались бригады народного ополчения, которые наряду с регулярной Красной Армией участвовали в обороне города и подходов к городу. Когда фашистские войска подошли к Гизель, местные жители начали готовиться к обороне. Кто-то уходил в горы, а кто-то пытался укрыться в селении. На тот момент Земе Доевой было 2 года. Она говорит, что помнит те 8 дней, что провела под землей. Мамин брат работал в НКВД в городе, и он сказал, что скоро будет война. Готовьтесь. И она приехала и начала копать окоп. Он сказал, если, говорит, прямое попадание не будет, то уже я вам ничем не помогу. А если не будет прямого попадания бомбы, то вы останетесь жив. И вот она выкопала, приготовила, и все мы спустились туда, в эту окопу. Даже у нас была тёлка, ее тоже туда мы направили. Мама Земы копала окопы в одиночку. Мужчины были на полях сражения. Ей удалось спрятать и сохранить жизни 12 детей. Я спрашивала все время, бомба, шум есть бомбы или нету. Ну, когда было тихо, я поднималась из окопа. Поднималась и, конечно, ходила уже, это точно я знаю, ходила. А потом опять спускалась, если что-нибудь, шум какой-то был. Ну, когда они ушли, у нас украли, немцы украли бабушкино платье длинное. Там у нас табак хранился на чердаке. Вот это украли. И 1/2 этого копченого, ножку копченого барана. Вот. А так вот, чтобы вот таких разбить, это, то, все это нас Бог сохранил. Ситуация накалялась. Все понимали, враг не должен захватить Орджоникидзе. В очередной раз нужно выполнить приказ «ни шагу назад».
2 ноября в город прибыл командующий Закавказским фронтом генерал Иван Владимирович Тюленев. Изучив обстановку, он принял решение в срочном порядке перебросить на приграничные районы наиболее боеспособные соединения. Огромное внимание уделялось строительству оборонительных сооружений вокруг Владикавказа. В этой важной подготовительной оборонительной работе вклад дивизии НКВД, которая была создана летом 1942 года на базе училища погранвойск, которое находилось здесь, имени Кирова, погранвойск и внутренних войск НКВД СССР. И эта работа была весьма значимой, потому что нужно было готовить специальные кадры, нужно было готовиться к отторжению возможных, скорее всего, которые должны были произойти танковые сражения, потому что группа армии А, которая направлялась на Северный Кавказ, она, конечно же, была очень серьезно укомплектована боевой техникой, и на этот период, на начало летней кампании, конечно, был перевес большой в военной технике, в воздушных силах у фашистской армии. Защитники города готовы были стоять насмерть, но вероятность того, что немцы прорвут оборону, все-таки была. Поэтому командование решило заминировать военно-грузинскую дорогу и даже ущелье. Все заминировано было. Значит, на защиту военно-грузинской дороги была поставлена целая дивизия. Берия распорядился дивизию еще одну, так сказать, не на защиту города, а вот все, но еще и предгорья были. Все было заминировано. В свое время, когда едешь по военно-грузинской дороге, вот в самом начале, посмотришь наверх, а там вот такая дырка. Там были заложены авиационные бомбы, все бы ущелье завалили бы. То есть очень много было, значит, минных полей. Научились воевать. И уже все крови меньше, так сказать, а их крови все больше. Несмотря на все усилия, гитлеровским войскам никак не удавалось прорвать оборону и захватить Владикавказ. Уже 6 ноября Красная армия начала предпринимать решительные контратаки. За несколько дней советские войска совместно с Северо-Остинской бригадой народного ополчения и партизанскими отрядами отбросили противника на 10 километров. Тысячи солдат полегли на полях сражения. 9 ноября 1942 года во время боевых действий командир отделения 34-го мотострелкового полка НКВД Петр Барбашов закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота и спас десятки товарищей от неминуемой смерти. В честь героя назван мемориал Барбашова поле, которое находится между городом Владикавказ и селением Гизель. 10 ноября бойцы дивизии НКВД и 9-й армии ворвались в селение Гизель. Через 2 дня немецкая группировка была разбита, а оставшаяся отброшена за реку Феогдон. Гитлеровцы потеряли более 5000 солдат и более 140 танков. Противнику так и не удалось взять Владикавказ. И с разных сторон началось движение советских частей. 24 декабря войска, вот 1159 полк, стрелковый полк, им командовал Астин Реваз Габараев. Он вошел в Аллагир, выбили оттуда немцев и начали освобождать территорию Осетии. Некоторые населенные пункты удавалось освободить вот так, преследуя врага, как бы на его плечах входили это вот Дзуарикау, Рассвет, Кодахчен. А вот в Сурхдигаре немцы сделали такую укрепленную оборонительную линию, которую тяжело приходилось захватывать, взламывать. 11 раз Сурхдигара переходила из рук в руки, пока 30 декабря она полностью не была очищена от фашистов. Операция по освобождению территории Северной Осетии проходила достаточно быстро. Жители оккупированных районов с радостью встречали советские войска. Во время отступления фашисты, озлобленные провалом, мстили с особой жестокостью. Они разрушали и уничтожали материальные и культурные ценности, устанавливали режим каторжного труда, людей морили голодом, а с теми, кто не подчинялся, зверски расправлялись.
И когда говорят о лояльном отношении к местному населению, я знаю со слов своей бабушки, к сожалению, не вспомню сейчас фамилии, но называлось целый ряд семей, в котором зверствовали фашисты, особенно румынские части, которые издевались над детьми, над женщинами. Очень много таких фактов. И мне кажется, что об этом тоже никогда нельзя забывать. Об этом нужно как можно больше говорить. Известны также факты о том, что местное население готовилось к отправке в концентрационные лагеря. И уже вот в 90-е, 2000-е годы Германия ведь взяла на себя такую обязанность, как платить какую-то компенсацию тем детям, тем людям, которые, в общем-то, были вовлечены вот в этот страшный процесс. За 2 месяца в оккупированной части Осетии были замучены и убиты 128 мирных жителей. От мин, бомб и снарядов погибло 1328 человек, ранено 871. Более 4000 человек были угнаны в фашистское рабство. Половину из них удалось спасти. 1 января 1943 года официально был объявлен Днем освобождения Северной Осетии от фашистских захватчиков. В этот день на площади Свободы города Орджоникидзе состоялся многотысячный митинг. Собрались те, кто участвовал в обороне и освобождении республики, строил оборонительные рубежи – солдаты, партизаны, рабочие предприятий и колхозов, партийные работники. После того, как Кавказ был освобожден была Сталинградская операция, потом битва за Кавказ, Нальчинская, Орджоникидзевская операция. Дальше немца выгнали, и операции происходили на Украине, освобождение Крыма, Украины. На Кубани они создали такую, так называемую, голубая линия, она называлась. Они вообще планировали, немцы, как зиму переждать, усилиться и летом опять начать наступление. Но советские войска не дали им такой возможности. Эта голубая линия была взломана нашими войсками, и немцы дальше погнали на запад. С 1941 по 1945 годы на территории Советского Союза разворачивались сражения, которые играли ключевую роль в ходе войны. Битва за Владикавказ стала одной из них. Благодаря героизму людей удалось остановить продвижение фашистских войск и приблизить долгожданную победу. Акт о безоговорочной капитуляции Германии состоялся в пригороде Берлина в офицерском клубе военно-инженерного училища Вермахта. От Третьего рейха документ подписала делегация во главе с главнокомандующим вооруженными силами Германии Вильгельмом Кейтелем. Капитуляцию приняли маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков и маршал Королевских воздушных сил Артур Уильям Тедер. Это произошло 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты по местному времени. В Москве уже было 9 мая. Во время Великой Отечественной войны из Северной Осетии на фронт ушли свыше 90 тысяч жителей. Практически каждый второй не вернулся.